Добрый день, дорогие друзья! Спорт – это не только соперничество. Наверное, мало кто умеет так дружить и ценить дружескую поддержку, как спортсмены. Кто любит спорт, тот весел и здоров. Здоровый дух живет в здоровом теле. Спортсмен всегда вперед идти готов к своей мечте, к своей заветной цели. Ассаламу алейкум, азиз достар! Hürmetli райондин руководство, мухманар, вагатни, спортин, векилар. Кененчи мярекат, чна спортал машгул. Кугун ралва, кажын ралрик алайк сарез бахсава. Дугриданье, как ал-айксан, кэтен, важыблы карик хайсадья. И карт извечин, делилар, себе барнява. Кэ, чиваркалу райондин, жахилрин, кугунрин ва кажынрин мектепди, Вичин юбилей Кейтзова. 50 лет. Именно такой юбилей отмечает в этом году детско-юношеская спортивная школа Сурманстальского района. Этот факт, безусловно, является событием года. Не для шума и парада, ради силы молодой. Начинаем этот праздник, праздник мой и праздник твой. Яхцур мецудгис. И буртари хавайсарья. Зихал дитама хавур ахал рухвайрини рушарич пин зиреквал. Устадвал калурай. Хаичилис. Район дис баркалу вилин орар казан мешай. Мастера спорта, победители соревнований, участники республиканских игр. Заслуженные тренеры здесь воспитали не одно поколение талантливых спортсменов. Сашахнялачис. И кемана вайкилимаяр. Чи спортин викилрин. Илин фикир мурадля. Азиз термяре катин иштиракчия. Кой авзонника нисадлага исан, серидлага декабрдис, стол Сулеймана таруних галара йоди, жахилрин акажанрин вакугонрин мектебдин, яхцурни цудис тамам хано. Хелбехта ирекенди чирайоди тарихта катенчика кадам. Яхцурни цуд ешарава, кюречилис каншарава, пахливанрис ухшарава, чижахилар учава. Приветственная лезгинка. Коллектив Дома детского творчества муниципального района Сулейман-Стальский район. Для огромной мировой истории это кратчайший миг, а для школы это целая жизнь. Каких замечательных и ярких личностей можно встретить здесь?
Amma mektep geçmedi, sağ ömür. Почетное право для открытия торжественного мероприятия, посвященного 50-летию детско-юношеской спортивной школы номер 1, предоставляется главе муниципального района Сурманстарский район Абдулмуталибову Нариману Шамсудиновичу. Уважаемые друзья, дорогие дети, сегодня важное мероприятие для нас. Исполняется в этом году 50 лет со времени создания детской спортивной школы. Конечно, мы здесь собрались не для того, чтобы просто посидеть, порадоваться, посмотреть наших детей. Мы собрались, чтобы обсудить проблемы спорта, чтобы подвести итоги деятельности детской спортивной школы, чтобы наметить перспективы развития нашего спорта, в конце концов собраться, обсудить, что нам нужно делать. Это праздник спорта. Здесь у нас и спортсмены, и тренера, и дети. Поэтому для нас очень важно вот в таком формате провести это мероприятие. Оно нас сближает, оно нас на перспективу заставляет задуматься, какие проблемы у нас есть и что мы должны делать. Если посудить по истории, 50 лет это и немало, и немного. За 50 лет, конечно, спортивной школы района, спорт в районе и первая наша детская спортивная школа достигла определенных результатов. Мы можем похвастаться двукратным чемпионом мира по греко-римской борьбе Алимом Селимовым. Мы можем многих наших воспитанников спортивных школ назвать, их учеников назвать. Я думаю, об этом будут говорить наши выступающие. Мы помним нашего знаменитого волейболиста Курбана Самеевича, который 5 лет возглавлял сборную Дагестана по волейболу. И если бы не разные ситуации, он был приглашен и в команду России, ЦСКА. Но, к сожалению, в силу семейных других обстоятельств он не смог приехать. Очень был талантливый, знаменитый был спортсмен на весь Дагестан, на весь наш союз, Советский Союз. Таких спортсменов было много. Я уверен, что такие спортсмены есть и у нас сейчас тоже, подрастающее поколение. Нам нужно уделять внимание побольше нашей молодежи. Она перспективная, просто нужно найти подход, ключ к каждому из них, разгадать их тайные желания и по спорту, и по другим направлениям дополнительного образования. Вот для этого мы и собрались. Поэтому я хочу поздравить всех спортсменов, всех ветеранов спорта, которые здесь присутствуют, первого руководителя детской спортивной школы. Спасибо за приезд, за приход на наше мероприятие. Спасибо. Хочу выразить благодарность и Министерству спорта. Свет Павлович, вы приехали. Спасибо вам огромное. Нашим детям за хорошую организацию этого мероприятия. Я думаю, мероприятие у нас состоится, хорошее мероприятие, и подведем итоги, и дальше будем развиваться. Конечно, проблем у нас немало, есть неохваченные села, не все виды спорта у нас действуют, нам надо обратить внимание на это. Нужно повысить потенциал наших преподавателей, тренеров. Нам нужно думать, как развивать в дальнейшем спорт района. Потому что спорт – это здоровье, спорт – это мышление, спорт – это перспектива развития самого человека. Поэтому нам нужно это делать, обратить внимание на наше подрастающее поколение. В эпоху глобализации, когда вокруг всякие негативные, ассоциативные движения, когда интернет, это все, когда влияет, нам нужно об этом говорить публично, и вот это мероприятие именно для этого сделано. Хочу поблагодарить нынешний коллектив детской спортивной школы Магомеда Рагима Загидинича и всю команду ветеранов, которые проработали в этой школе. Меняется работа качественно. Я думаю, с поддержкой и нашей, и Минспорта, я думаю, успехи будут. Успехов вам, дорогие друзья, успехов нам всем и здоровья всем присутствующим и нашему подрастающему поколению. Растите бодрыми, здоровыми, умными, талантливыми и здоровыми. Спасибо. Мероприятие, посвященное 50-летию ДЮСШ, объявляется открытым. Гимн Российской Федерации. Прошу всех встать.
теперь самый приятный момент нашего торжества – награждение. Роман Шасаденович, подойдите, пожалуйста. Постановление о награждении муниципальными наградами. В соответствии с уставом муниципального района постановляю за многолетний добросовестный труд и вклад в развитие физической культуры и спорта и в связи с празднованием 50-летия со дня образования детско-юношеской спортивной школы номер 1 Сульман-Астарского района наградить почетной грамотой муниципального района Сульман-Астарский район Сирхаева Мустажаба Агамирзоевича. Ветерану спорта. Вчера, кстати, исполнилось 85 лет нашему ветерану. Первый директор, руководитель детской спортивной школы нашего района. Поэтому огромная благодарность вам. Пусть Всевышний вас бережет. Спасибо за проделанную работу. И в лице вас мы хотим поблагодарить всех ветеранов. Спасибо вам огромное. Hürmetli rayonda atanma, administrasyada atanmayışınlar. Biz bir de çok sağ olun konuşuyoruz и мероприятие 50 лет юбилей тамам понимания спортивной школы, коллектив здесь, администрация чей районный, когда вас Николай организовательно, когда зурба чувствовал, что он всякой. Генерал этот поздравить из Гонзо. Вери, чей выпускника спортсменов, и командаты выпускатов на спортивной школе, вери ветеринар, в физкультуре малимар, тренера, генерал, вери районный болельщика. Вери до часа махой, генерал предма, именно чей спортивной школе, в Зурба, Абалкнахой, республика чемпионата ждала, Россия чемпионат ждала, чей районный чей спортсменов канал был, генерал в этом нахтабыл. Давайте аплодисментами проводим и почуваем. Спасибо. Благодарностью главы муниципального района Сульман-Астарский район Казанбекова Магомед Рагима Загидиновича, директора МБУ детско-юношеской спортивной школы номер 1 Сульман-Астарского района. Памятными именными часами главы муниципального района Сульман-Астарский район Аликберу Ламунат Ильязбековну, тренера-методиста МБУ детско-юношеской спортивной школы номер 1 Сульман-Астарского района. Спасибо. Песня о районе поет Эрзиман Османов. Встречайте! Yalan
şarpay gülüşler Rişan sebep uyarlarma Kuzların gamar elçi kaykapar Rişan sebep uyarlarma Kuzların gamar elçi kaykapar Parti kuraysi rayon abadan Zakriski kadın avaz kurulma Vallar musablar beher okuray Ariflatlı deşer okuray Parti kuraysi rayon abadan Zakriski kadın avaz kurulma Vallar musablar beher okuray Ariflatlı deşer okuray Ariflatlı deşer okuray Россия din bayrak din, namustan din bayrak din. Süleyman Füz vatan, güreşinin damat din. Misafirin sarama, bakalım arama. Misafirin sarama. Саракю. Спорт имнин киса кажнартуш. Аммахкем туствилин бине. Савлан билин дибья. Акажанын рика лайыклы устады Галип Чери, республикада Калефи кугунын иштиракчери и мектепда сошмутса неселис тербия гана. Абркай кысан чпин пешедал Рикалай сахибар арадал гана. Чибубайрин акулдин килимайрала хайвал. Алай аямдин вахт, алатай вахтунин исар галачиз кылепыдач. Иллаки, көзмай вахт батал, абурчарасыз герекия. Хелбехта мектеп үчүн чежрибовай, үчүн пешедал Рикалай, хакисах муалимро, улахдин устадрал машхури. Чна гужлу хевесалди абрант арар азва. Гав Гузва Казанбеков Магомед Раким Загидиновичев. Уважаемые коллеги, дорогие гости, сегодня мы собрались в это непростое для нас время, чтобы отметить 50-летний юбилей нашей родной детской и юношеской спортивной школы. Приказом министра посвящения ДСР под номером 196 12 октября 1971 года в Сулейман-Стайском районе была открыта наша школа. Первым директором школы был назначен Сехай Мустаджаб Агамизович, который проработал до 1982 года. До 1982 года. С 1982 по 1986 год руководил школой ныне покойный Алиметов Марат Магомедович. А после него в 1986 году был назначен Гаджиалиев Руслан Шех Магомедович. С 1988 по 2021 год директором детской и юношеской спортивной школы работал Мизалиев Сергей Мизалиевич. В первые годы в школе было всего лишь 3 отделения. Это волейбол, баскетбол и легкая атлетика, где в 16 учебно-тренировочных группах в 4 населенных пунктах, это Касумкет, поселок, совхоз Гериханов номер 1 и Новомака, работали 9 тренеров преподавателей. Позже были открыты группы и по фехтованию. Тренер ныне покойный, мастер спорта СССР Магомедов Джабер. Отсутствие стандартных спортивных залов сказывалось на качестве учебно-тренировочных занятий в группах и в игровых видах группы. Не было нормального борцовского рая для полноценного учебно-тренировочного процесса. За все годы существования школы у нас работали много тренеров со спортивным званием мастер спорта, которые воспитали много прекрасных спортсменов. Сейчас муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования детской и юношеской спортивной школы номер 1, так она теперь называется, в 7 отделениях волейбол, футбол, бокс, вольная борьба, настольный теннис, тяжелая атлетика, легкая атлетика работают 30 тренеров-преподавателей. Всего в этом учебном году обучается 677 учеников. Сейчас муниципальным бюджетом организации детской и юношеской спортивной школы работает 3 почетных работника всеобщего образования Российской Федерации, 1 заслуженный работник спорта РД и 2 отличника образования Республики Дагестан.
Находимся мы в прекрасном отремонтированном спортивном зале, где есть и создаются все условия для полноценного проведения тренировок. Благодаря руководству района и мецената во многих населенных пунктах района построены спортивные залы, мини-футбольные поля с искусственным газоном и воркаут-площадки. Уверен, что эта работа будет продолжена, и во всех селах нашего района будут созданы условия для занятий физической культурой и спортом. Постановлением главы администрации муниципального района Сулейман-Стальский район под номером 468 11 сентября 2015 года при детско-юношеской спортивной школе номер 1 был открыт Центр тестирования ГТО. Проводилась и проводится огромная работа по этапному внедрению ГТО в районе республики. Прошли регистрацию на сайте gto.ru и получили индивидуальные номера около 14 тысяч жителей района, из которых 3900 прошли тестирование. Все спортивные мероприятия, проводимые вместе и согласованы с Управлением образования и Комитетом спорта, туризма, дела молодежи. За все время работы школа воспитала одного заслуженного мастера спорта, 11 мастеров спорта, 16 кандидатов в мастера спорта России, 462 перворазрядников и около 16 тысяч массовых разрядников. Гордимся воспитанниками нашей школы, заслуженным мастером спорта, двухкратным чемпионом мира по греко-римской борьбе, участником летних Олимпийских игр в Лондоне, председателем Федерации спортивной борьбы Беларуси Селимовым Алимом Максимовичем, который не забывает нас и посещает школу в каждый свой приезд. Тренеры Селимова Алима Максимовича — это Курбанов Юрий и покойный Асалиев Гусейн. Хочу отметить также наших воспитанников: Абилова Руслана, мастер спорта России по шусанда, который всегда находится рядом и помогает школе. Мизоева Расима, мастер спорта России по борьбе, который проводит каждый год турнир памяти нашего коллеги Гусейна Салиева в городе Владивостоке. Рустамхана Рамхана, мастер спорта по дзюдо. Большой вклад в развитие физкультуры и спорта в районе внесли ныне покойные тренера нашей школы. Курбанали Махмудов, кандидат мастера спорта по волейболу, который почти 5 лет играл за сборную Дагестана, являясь капитаном. Был приглашен в такие команды, как Автомобилист Ленинград и Скоростов, но по семейным обстоятельствам не смог принять приглашение. Гусейн Асалиев, который воспитал 2 мастеров спорта России. Надыра Курбанова, который воспитал 3 мастеров России. Джабир Магомедов, мастер спорта СССР по фехтованию, чьи воспитанники выступали даже на первенствах СССР. Гаджибала Гаджибалаев, мастер спорта СССР, который воспитал много перспективных спортсменов и многих других. Также огромную работу с молодежью провели и проводят наши ветераны спорта, которые находятся сейчас в заслуженном отдыхе. Пользуясь случаем, хочу выразить от всего коллектива детско-юношеской спортивной школы номер 1, от родительского комитета и лично от себя слова благодарности администрации муниципального района во главе с Нариманом Шамсудиновичем Абдулмуталибовым, структурным подразделением за постоянную помощь и огромную поддержку в реализации плана и решении поставленных задач. Азиз Тирдустар, Хелбехта, Качарада Кожурол, Чпин Бешедолрик Алайксар, Устадар, Галиб Чар Бешезвой, Абур Эмирдих Эсмехти Чавайка Муднова, Шачнабур, Садик Игада, Рахунта Вуналдирик Элхкин. За годы работы из школы вышло большое количество не только хороших спортсменов, но и много замечательных людей, которые оставили значительный вклад в жизнь района. В настоящее время в отделении занимается 750 детей под руководством 41 тренера-преподавателя. В столь знаменательный день букет поздравлений и пожеланий пусть украсит наш праздник. Дорогие юбиляры, принимайте наши поздравления. Шарвили рехка камиркю, Абур Тачи Арадова, Алпандин Чил Ханвайкю, Цавалезги Тарадова.
Алим Максимович Селимов, белорусский борец классического стиля, двукратный чемпион мира по греко-римской борьбе, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь, генеральный директор футбольного клуба «Динамо Минск». С 2018 года директор футбольной академии «Динамо Брест». 25 мая 2021 года был назначен председателем Белорусской Федерации борьбы. Внимание на экран! Алабда экране свикиркун. Ассаламу алейкум, Зиграйн Густар. Ассаламу алейкум, район Ивантана Хиляр. Заспокоясь, Барак из Конго. Осуществленный детской юношеской спортивной школы, где я хочу судейскую. Очень воспользовался. Зачем его япончики была федеральная класс. А я увидел, Мурату има зачем. Зараз чувство голову звукес, харса малим здесь. Харса лисон здесь. А я увидел реке спорте Мурату запах. Зеркало произвождения судить за СФТСФР и спортивную школу Деликариса туда за спортивный зал, борцовский зал, я какая туда, а я в Каменевке зеркало. Юрик Марин, Яна Штайнцева, Сергей Малин, Игорь Айсанатира, Марга Малин, волейбол, футбол, Айсанатира, Аллах Тубайо, класс Палахсова, Георг Дени и Санари Паласова. А я уже сказал. За собеседник по услову будет закрыть, если там будет закрыть. Шланг это есть некоторые мысли, которые я хотел бы выразить на русском языке. Вы знаете, в далеком, не помню уже какой-то год точно, в 10 лет я открыл эти двери этого спортивной, детской высшей спортивной школы. И, как я уже повторил, как я уже говорил, это тот день, когда, скажем так, в моем сердце появилась мечта, цель. Расскажу вам несколько историй, если у вас есть время выслушать меня. Когда я первый раз попал в зал, именно в борцовский зал, когда я 10-летним мальчиком, зайдя в зал, я вообще-то не собирался на борьбу ходить. Я играл в волейбол в тот день и, услышав в соседнем зале падение, звук, голос, Юрик Марин Леонта назад кричал он, я слышал, ни рыба, ни мясо, так нельзя, делай так. Мне было как маленькому ребенку, мне было интересно. Я зашел в спортивный зал, открыл дверь, засунул голову, смотрю, а там работает какой-то маленький зал. Такой туман стоит в этом зале. И увидел меня тренер, повернулся ко мне и спрашивает меня, лучше. Зажгло за что ж? Я говорю, что хранится этим артем же. Тут Господь, он же за то, что будет. Ты уже сказал, вот бока, за эхидну. И ничего назад. Вот так 5 секунд назад занялся. Если кто в то время помнит, там изогнутая мата была, место для отдыха было в маленьком зале. Вот туда, говорит, сядь и наблюдай за настоящими мужиками. Я хочу сказать спасибо Юрию Ибрагимовичу за то, что вселил, скажем, любовь к этому виду спорта во мне и в последующем тренер Ахмед Харовича и Сюсен
открывало глаза на многие вещи. И я хочу сказать спасибо каждому тренеру, который трудится на благо здорового образа жизни населения. Как нам всем известно, спорт в первую очередь зарождает в ребенке ту, скажем так, фундаментальную прочность, ту такую, знаете, внутренний стержень, как нам всем известно, здоровый образ жизни – это здоровая нация. Оказалось, Мартин, если означал Малимар, что за аферинг не забыл. Ну, конечно же, я не могу оставить без внимания руководство нашего района, которое делает очень много для детей, которое делает очень много для того, чтобы наши дети, вообще наша нация вырастала здоровой, вырастала со здоровым духом. И я хочу пожелать вам всем благополучия. Слово предоставляется почетному гостю, начальнику управления физкультуры по Республике Дагестан, представителю Министерства спорта Махачеву Халидбеку Амаровичу. Салам алейкум, добрый день. Сулейман-Старский район. Я не впервые здесь нахожусь. И очень люблю и уважаю этот район. Потому здесь я познакомился совершенно случайно в моем рабочем кабинете с одним из представителей, человеком, который чуть-чуть связывает спорт. Это Надир, наш товарищ. И действительно, вот человека, вот дальше можно судить. Разные люди в кабинет на работу заходят. Вот и каждого мое мнение складывается о этом человеке, о районе, об этом. Вот он ворвался в кабинет, вот так и продолжил дальше работать тоже. Вот то, что мне очень больше всего нравится в человеке, мужчине, парне, молодом, чтобы у него все горело. Я очень не люблю медленных людей, я очень не люблю людей, которые тянут. Я люблю людей, которые сказал, сделал. Это такое лирическое отступление. Мне очень приятно на самом деле здесь находиться сегодня. У вас очень большой торжественный день. 50 лет. Это полвека. На самом деле, если так подумать, это немного и немало. Ну, если судить по тому времени, что прошло и что сделано, это очень много. Мне очень приятно, что здесь сидит первый директор спортивной школы, ветеран. Я очень хорошо знаю и ценю этих людей. Почему? Потому что мы все, наше поколение, стали от них, научились от них. У меня был то же самое, вот как наш брат сейчас рассказывал. Это я вот сидел, у меня, честно, на сердце вот так ёкнуло. Почему? Потому что то же самое я тоже пришел Али Алиеву попасть в зал. В то время я пришел в 79 году. Это было большое такое, нужно было знакомство, чтобы Али Лукановичу попасть. Так как у меня брат боролся почти первым-вторым номером в республике, и я к нему попал. Вот как он рассказывал, то же самое. Как не помнит этого великого человека, как этого ветерана, министра спорта бывшего, доктора медицинских наук, главврача больницы, спортсмена, великого человека, который на самом деле путь спорта проложил в Дагестане. Поэтому я вас тоже так же представляю. Для меня очень ценно это было слово тренера моего. И я вот очень хочу вот молодежи, которые здесь в зале сидят, а в зале у нас сидят и ветераны, и дети, и юноши, и спортсмены начинающие. Здесь наши тренера есть, президенты федерации я вижу. Очень приятно, ребята.
Вы делаете ту огромную работу, чтобы вот это наше становище, на пути становления, который идет молодежь, чтобы вы, так же, как нас научили, мы тоже, чтобы их научили. Я, честно говоря, очень доволен моим тренером. Почему? Потому что он меня воспитал. Он мне прежде сказал: Халидбек, ты не должен быть олимпийским чемпионом или чемпионом мира. Главное, чтобы ты стал просто человеком, воспитанным, уважающим старших, уважающим младших. Никогда, вот, я очень хорошо его слышал, никогда, говорит, на улице слабым не связывайся. Наоборот, связывай, помоги, говорит. И все мое поколение, вот все ребята, которые у него учат, мы до сих пор восторгаемся этим человеком. Вот в 96 году человек умер, да? 29 ноября этого года, его было день, когда умер, и юбилейный, мы все ребята, честно, мне не удалось, потому что я был в Санкт-Петербурге в командировке, и мне звонят: Халидбек Омарович, мы, говорит, вот все ученики собрались, идем, говорит, на кладбище этому человеку. Разве это не хорошо, разве это плохо, ребята? Вот так мы должны старшего уважать. Вот так должны мы ветеранам уважать и помнить. Я раз сюда пришел, я когда сюда шел, вчера встретился, буквально на 5 минут наш министр спорта Саджидов Саджид Хаграманович пришел на работу, был на заседании правительства и плохо чувствовал, и говорит: я говорю, вот так собирай сюда. И вот он передал огромные слова приветствия вам, вашим вот 50-летний юбилей, что этому празднику посвященные слова, говорит, передай, говорит, от меня. Передай, говорит, все, что от Минспорта зависит. Ваш председатель спорткомитета не даст соврать, ни в одном вещи у вас не должно быть проблем, то, что связано с спортом. Мы будем стараться, до сих пор делали, сейчас будем делать, лишь бы, чтобы наши районы работали, чтобы наша молодежь в спортивных школах была занята. Лучше пусть они находятся в спортивном зале, чем они будут находиться на улицах и заниматься всеми ненужными вещами. А ненужные вещи у нас очень много. Вчера я в школе был, одной из самых больших школ города Махачкалы, и посвященной наркомании, вот это табакокурение, снюс, что только там нету, и что только мы не слышим. Чем только наши дети, оказывается, не занимаются. Поэтому, я считаю, вот здесь было очень красиво сказано, спорт – это тот вид, который нас всех объединяет. Воспитывает дух, характер, дисциплину. А если наши дети будут только этим воспитаны, нам что надо? Подрастающие, мы можем быть спокойны, зато подрастающее наше поколение. Я хочу еще, я знаю, что у вас очень спортивный район. Буквально недавно, последним вот нашим братом Тельманом, мы встречали в аэропорту наших чемпионов мира. У вас и призеры Олимпийских игр есть, у вас и двукратные чемпионы мира есть, у вас и заслуженные мастера есть, у вас и международного класса мастера есть, и мастера спорта есть. Это все благодаря нашим преподавателям, тренерскому составу. Это люди, которые на самом деле, вот кто не понимает, тот не поймет, а кто понимает, тот меня поймет. Это самая трудная вещь, тренерская работа. Я сам тоже тренировал одно время. Не дай Аллах, столько нервов, столько эмоций тренера в зале, это пока его ученик борется. Я говорю: слушайте, намного лучше самому бороться, оказывается, чем за ученика, или за сына, или за кого-то близких болеть. Ребята, вам хочу пожелать терпение, еще раз терпение. На самом деле, вы лицо нашего Дагестана, вы представляете, он тоже старший тренер, наш Тельман, старший тренер сборной Дагестана, юношев, да, или молодежи? России даже, видите, вот, это же хорошо. Вот наш молодой президент Федерации, буквально 2 года, да, Саид, стал тяжелый атлет, который 20 лет, минимум, я говорю, никаких результатов не было. Вот человек компетентный, который любит, сказал, когда мы его принимали в Министерстве спорта и выбирали, он сказал: я буду работать. Вот доказал человек, что он будет работать. Буквально за год
чемпион России, который 20 лет не было, вот стал наш мальчик 55 килограммов. И также призеры тоже стали. Там, по-моему, и девочки наши там стало. Так что это же хорошо, это же прекрасно. Я хочу пожелать вам всем, всему вашему району здоровья, удачи, процветания. Пусть у нас побольше будет спортсменов, пусть у нас побольше будет, если мы даже не надо нам и чемпионом мира, олимпийским, пусть просто наша нация Дагестана пусть будет здоровой. А спорт, физкультура, это только хорошо, только положительно, только здоровье нам добавит. Я знаю, что ваш и руководитель, глава администрации Нариман Шамсудинович тоже уделяет очень большое внимание. Это очень хорошо, когда глава понимает и любит, и поддерживает спортсменов. Еще раз вам большое спасибо. Всем здоровья, всем удачи. Будьте здоровы. Слово предоставляется президенту Федерации по тяжелой атлетике Республики Дагестан Абдуллаеву Саиду Абдуллаевичу. Добрый день. Спасибо большое за приглашение. Я рад разделить с вами этот праздник, этот красивый день, в котором мы все участвуем сегодня. Спорт он объединяет. Я призываю молодежь, в первую очередь обращаюсь к детям, чтобы они занимались спортом. Неважно каким спортом. Хоть я и сам президент Федерации тяжелой атлетики, и, как вы видели, и первый руководитель Дюс США, он тяжелый атлет. И еще там, пока показывали, транслировали, были еще мастера спорта. Вообще Юждак, он очень славится тяжелоатлетами. Здесь очень много достойных и было, и сейчас вот тот парень, про которого Халибек Амарович говорил, он как раз-таки из Докуспаринского района, который стал в этом году и обладателем Кубка России, и чемпионом России. Также продолжу мысль о том, что занимайтесь любым видом спорта. Я вот сейчас приведу пример. Мы про Алима Селимова посмотрели, его интервью, все. Он борец, я штангист. Но мы познакомились с ним, будучи, он был генеральным директором «Динамо Минска», я был генеральным директором футбольного клуба «Анжи». Мы где-то совместно с ним успели годик поработать, пока он там на должности был, пока я. За это время провели хороший турнир. Наших ребят отправили в Белоруссию. Белорусских ребят приняли здесь, встретили. То есть такая совместная работа была проведена. Казалось бы, борец, штангист, а занимались оба футболом. Поэтому неважно, каким видом спорта вы занимайтесь этим. Это самое сегодня доступное лекарство от всех болезней. Вы себе сделаете хорошую профилактику и на всю жизнь, на долгую свою жизнь заложите фундамент своего здоровья. Я бы хотел поблагодарить Наримана Шамсудиновича и Завура Наримановича, моего друга, которые меня пригласили сегодня сюда. Я с удовольствием приехал и разделил радость этого праздника. Я хочу сказать немного о Завуре Наримановиче, потому что он мой друг. Будучи, когда он работал еще министром, я работал и в футбольном клубе «Анжи», и в народном собрании. Мы очень часто пересекались по работе. Сегодня его потенциал, его знания, его связи, они работают на благо района. Дай Аллах, чтобы это реализовались все его проекты, и он помог району на сегодняшний день стать немного лучше, немного краше. Я еще раз вас всех поздравляю с этим праздником. Желаю всего самого наилучшего. Поздравительное слово чемпиона России и Европы по вольной борьбе, российского борца вольного стиля, чемпиона Европейских игр 2019 года, мастера спорта России Даурена Халидовича Куруглиева. Внимание на экран! Ассаламу алейкум. Поздравляю Сульманстарский район с 50-летием Дюсуша №1. Всем спортсменам желаю удачи и терпения, чтобы все достигли поставленных целей. Хочу поблагодарить руководство района за оказанную поддержку юных спортсменов. Всем удачи! Маани Лезгия, Тамамарда Герейханова, Садлахай №1, Цу Садлахай Костин, ученица Набат Тагировды.
уважаемые наши гости, уважаемые коллеги, дорогие наши дети. Я присоединяюсь к вышеуказанным поздравлениям. Хочу добавить одно. Для меня хороший спортсмен всегда был и остается хорошим во всем. У хорошего спортсмена, независимо от званий, достижений, в первую очередь хорошее здоровье, в вторую очередь хорошего спортсмена, хорошее воспитание. И, естественно, хорошие спортсмены всегда учились хорошо. Я хочу пожелать нашим детям, воспитанникам творческих успехов в спорте и учебе, тренерам терпения, и чтобы их воспитанники оправдывали ваши надежды. Для этого у вас есть все возможности и условия. Рядом с вами администрация муниципального района во главе с Нариманом Шамсудиновичем, рядом с вами комитет по спорту, рядом с вами управление образования, рядом с вами вся родительская общественность. Здоровья вам! Спасибо еще раз, с праздником! Приказ от 16 декабря 2021 года о награждении грамотами Управления образования тренеров преподавателей ДЮСШ номер 1 за активное участие в развитии спорта в муниципальном районе Сурманстальский район, популяризацию здорового образа жизни и в честь 50-летия ДЮСШ наградить грамотами Абдулмежидова Чингиза Абдулмежидовича. Абдулаева Равиля Абдуллаховича. Велибекова Сиражудина Шайдаевича. Бейбалаева Таджиба Шехзадаевича. Эмряхова Абдулла Абилферзовича. Вас приветствует танцевальная группа Сардаркентской средней школы.
Спасибо. Салам алейкум. Всем хочу поздравить всех с сегодняшним днем, с 50-летием. Казанбеков Магомед, поздравляю. Сегодня очень хороший день для вашей школы, для наших всех тренеров. Хочу поблагодарить и сказать большое спасибо нашему главе Абдулмуталибову Нариману Шамсудиновичу, что вот так поддерживает нас во всех мероприятиях, спортивных, даже в общественной жизни. Хочу сказать спасибо нашему Халимбеку Амаровичу, который приехал к нам поздравить вас всех, наших коллег, тренеров, наших детей. Хочу спасибо сказать нашему президенту Федерации Абдуллаю Саиду Абдуллаевичу. Большое спасибо. Зауру, нашему брату. Хочу большое спасибо сказать, что пригласил нашего, я не знаком был, теперь уже будем знакомы, как с Халимбеком Амаровичем, к вам зайдем в гости, чай попьем, кофе попьем, с витаминчиками приедем, иншаллах. А так хочу спасибо сказать нашему первому заместителю Владу Сабединовичу, нашему управлению образования Гусейну Рабединовичу. Хочу всем сказать. Хочу спасибо сказать молодежный парламент, Девлетханову Фариду. Хочу спасибо сказать Венере Ханвердиевне. Всем хочу сказать спасибо и хочу сказать, что вас всех поздравляю с этим хорошим днем. Поэтому у нас все будет хорошо. Требуем от наших тренеров еще спортсменов, достижений, чтобы они свое показывали. В первую очередь, как здесь сказали, воспитание, здоровый образ жизни. А спортсменами, чемпионами станете по воле Всевышнего Аллаха. Спасибо. Хочу от нашего комитета Казанбека Шихмурадовича. Прошу вас. Хороший боксер, хороший тренер. Меджидов Альберт Арзуманович. У нас с 24 по 26 будет зональные соревнования. У нас упокоился один хороший такой чемпион. Он утонул. В честь него будет, в память его будет у нас по боксу соревнования в селении Корчак. Приглашаю вас туда всех. Там 2 дня будет у нас соревнования. Да, спасибо. 3 дня. Сейчас на республиканском уровне у нас по футболу играют 2 команды. Это команда Ашагасталь и знаменитая наша команда Кюре. Сейчас проходит чемпионат Дагестана, они там участвуют, эти 2 команды. Спасибо хочу сказать всем спонсорам. Кто играет, это все наши тренера, это все наши дети. Спасибо большое. И хочу в этом лице поблагодарить и награждать Саида Ахмедова Ахмедага. Еще у нас хороший футболист, который всю дорогу, даже в дождливую погоду, если детей даже на поле не бывает, он сам бывает там. Но хочу большое спасибо сказать, что вы не пропускаете, что вы ради детей даже в дождливую погоду все делаете. Гаджи Ахмедов Абдулазиз. Гаджи Ахмедович. Спасибо большое. Слово предоставляется ветерану спорта, почетному работнику общего образования Российской Федерации, отличнику просвещения, тренеру по футболу детско-юношеской спортивной школы номер 1 Агамирзоеву Агамирзе Шайдаевичу.
hürmetli Neriman Şamsuddinoviç, hürmetli muhmanlar, sportsmenler, trenerler, narihat iştirakçılar. İnanın ki hayvalar yaxtun tu disan bilek, jehil insallam olar tuharun patal, abur sport rih alaz verdişkun patal, çi Dağıstan'da Çiran, çi Süleyman Stanski rayonda seftiyaz детский спортивный школ кардыш катно. Застой звери спорт и ветераны, тренеры, спортсмены, и сували сеткадан барак, рекиды сеткадан барак из казно. Кой красчи ахалца несил, тебе уничтожен река савал, ва гол кунахурой. Чезахи спортсмена дуня дин, олимпиадин кушер захатой. Чи спорт из экипики гузой, чи район дин ахбет, Нариман Шамсудинович Савай. Спортсменин, тренерин, толколдыха хабар, спортин кля козна нади заменчо чусову. Кез вида чантин Савал хой, чи спортсмены крикерша дары. Слово для подведения итогов соревнований предоставляется начальнику управления образования Шихбабаеву Гусейну Рабидиновичу, директору отдела по спорту, туризму и молодежной политике Эфендиеву Надиру Низамиевичу, а также директору ТЮСШ номер 1 Казанбеку Магомедрагиму Загидиновичу. Награждается команда Артостальской средней школы, которая заняла 3-е место в турнире по волейболу среди образовательных организаций Сулейман-Стальского района, посвященном 50-летию ТЮСШ номер 1. Награждается команда Ашигастальской средней школы, которая заняла 2-е место в турнире по волейболу. Награждается команда Юхаристальской средней школы, которая заняла 1-е место в турнире по волейболу. Халимбек Омарович, хочу сказать, мы в течение 1,5 месяца проводили по волейболу, по футболу, среди девочек по волейболу, турниры проводили, посвященные вот этому 50-летию нашей школы. Поэтому это награждение мы сделали так, что здесь наш глава Сулейман-Стальского района Абдулмуталибов Нариман Шамсудинович будет, вы будет, наш первый директор, наш первый зам, из-за этого, чтобы им приятно тоже было. Поэтому эти поздравления. Спасибо. Награждается команда Алкадарской средней школы, которая заняла 3-е место в турнире по волейболу среди образовательных организаций Сулейман-Стальского района, посвященном 50-летию ТЮСШ номер 1 среди девушек. Награждается команда Куркенской средней школы номер 1, занявшая 2-е место. Награждается команда Касумкенской средней школы, занявшая 1-е место в турнире по волейболу среди девушек.
Награждается команда Алкадарской средней школы, которая заняла 3-е место в турнире по мини-футболу. Награждается команда Юхаристальской средней школы, занявшая 2-е место. Награждается команда Кирихановской средней школы номер 1, который занял 1-е место. Эмилия Шихбабаева, ученица 10 класса Новопоселковой средней школы, с песней «Родина». Памятных подарков нашим гостям предоставляется Абдулмуталибову Нариману
без слов просто вручим нашим гостям Халилу Гамаровичу и наш Саид Аблаевич. Хотел бы вас пригласить, сказать вам спасибо от нашего спортивного сообщества, от наших детишек. Спасибо за приезд к нам в район. Здесь книга и маленький такой сувенир для молока, для воды, чтобы уразу открывать. И вот такие эти наши изделия, наши мастера. И книга о районе. Здесь и спортивные достижения описаны, и вообще история развития района. Такой же подарок и вам, Саид. Спасибо еще раз вам за внимание к спорту. Спасибо за то, что приехали. Это дополнительный стимул для наших тренеров, для нас. Мы собрались для того, чтобы прочувствовать, что нам нужно делать. Мы еще втройне будем помогать спорту. У нас, благо, есть и меценаты. Практически все мероприятия по спорту финансируются, спонсируются нашим заводом Ильчалсу, ООО «Полоса». И сейчас мы разрабатываем проект, кстати, я хочу нас всех обрадовать. ООО «Полоса» берет на себя проектирование крупнейшего спортивного комплекса. И это будет большой подарок для наших спортсменов. Этот комплекс будет состоять из 3 больших залов. И он будет, дай бог, уровня федерального центра. Вот такой спортивный комплекс благодаря нашим меценатам, благодаря ООО «Полоса» задумано. И будем строить поля, сейчас 3 футбольных поля строятся. Мы сейчас ведем переговоры и с Министерством спорта. Благо, все наши инициативы, все наши пожелания не остаются без внимания, нам всегда помогает. Спасибо и вам, Министерству, в вашем лице. Прошу передайте министру спорта наше большое уважение. Спасибо и вам, будем развивать и тяжелую атлетику. Спасибо. И в заключение хочется сказать, в спорте, как и в жизни, все течет и все меняется. Одни чемпионы сменяют других, новые соревнования приходят на замену старым. Спорт – это не только рекорды, это прежде всего стартовая площадка в страну здоровья, бодрости и хорошего настроения. Спорт и в соглан билин илкредизка марве хезвай майданга, коезмайне силар соглан. Убан вазирин хун патал абурус ирех канарнык анда. Акашдрал вафугунрал машгуловнык анда. Жахил несил ирек эл чалиш мишкаила, татугай билер. Чурок алахар абурун арада тимил жада. Кек беридак, мягкем чандин сагвал храй. Шабуюр саглай билин рекиз, азиз тиртустар. До свидания, дорогие друзья. До новых встреч. Дипломар в клубах Гахчунва Айолар, руководителя, Allah da isehne за то, сообщишки рядово. Thank you.